уважаемые ребята! Я рада видеть вас сегодня на нашем уроке. На улице сегодня прекрасная, яркая, солнечная погода. Я думаю, что у вас такое же хорошее настроение, и мы сегодня с вами проведем хорошую работу. Ребята, 30-летие независимости Казахстана с начала учебного года, еще в первый день знаний, мы с вами эту тему рассматривали. То есть это самое важное событие этого года – 30 лет приобретения независимости Казахстана. И в течение учебного года мы неоднократно будем к этому событию еще с вами возвращаться. Цель нашего урока, ребята, сегодня еще раз мы с вами раскроем значение понятия Казахстан в самом его широком смысле. Чем является для нас Казахстан? Для того, чтобы открыть свою родину, надо сначала открыть ее в своем сердце. Слова Анвара Алимжанова. Действительно, ребята, наша родина находится в сердце каждого из нас, потому что это родина, на которой мы родились, где мы с вами живем и в дальнейшем еще будем жить, работать, создавать семью и дойдем до старческого возраста. Наш урок посвящен 30-летию независимости Казахстана. Есть в истории даты, которые поневоле заставляют оглянуться назад. Не для того, чтобы вернуться в прошлое, а для того, чтобы подумать о будущем. А что же нас ждет в будущем? В 1991 году, 16 декабря, Казахстан был издан закон, принят закон о государственной независимости Республики Казахстан. То есть Казахстан получил свою независимость. Сбылась давняя мечта всех поколений нашего народа. То есть Казахстан обрел свою независимость. За годы 30 лет независимости, ребята, в Казахстане были проведены крупномасштабные реформы в разных сферах государства. Это и политика, и экономика, и культура. Казахстан занял свое достойное место в международном сообществе. Теперь, ребята, я прошу вас назвать ваши ассоциации со словом «Казахстан». Какие ассоциации у вас возникают, когда мы слышим слово «Казахстан»? Джамиля, пожалуйста. Государственные символы. Хорошо, государственные символы. Чистая земля. Чистая земля. Марва. Громко говорим. Республика. Республика. Хорошо. Родина. Родина. Угу. Народ. Громче, ребята, мы не слышим. Маска же сидела. Независимость. Независимость. Хорошо. Конституция. Конституция. Основной закон государства. Хорошо, Слава. Мир. Мир. Конечно же, ребята, мы с вами живем под открытым, мирным, чистым небом. Пожалуйста. Бескрайние степи. Конечно же, казахские бескрайние степи. Есть еще? Пожалуйста, Ирина. Многонациональность. Правильно, многонациональный Казахстан. В Казахстане проживает более 130 наций и народностей. Хорошо, ребята, все правильно. Все, что вы сказали, действительно ассоциируется со словом Казахстан, с понятием Казахстан. Так, теперь, ребята, дальше. Ну, давайте мы сейчас немножко о природе Казахстана скажем, ребята. Как вы думаете, а какая у нас природа? Природа Республики Казахстан чистая, и чтобы эта природа не загрязнялась, мы ее должны очищать, не бросать мусор. Так, хорошо, пожалуйста. У нас есть бескрайние леса, бескрайние горы и красивые степи. Хорошо, бескрайние степи, высокие горы. Хорошо, природа Казахстана еще чем? Семиречье мы называем. Район Семиречья. С чем они, с какими понятиями связано это определение территории Семиречья? Я думаю, что может 7 разных народов там. Семиречье. То есть это, ребята, озеро Балхаш, да? Озеро Балхаш и 7 рек, которые в него впадают, да? То есть я о чем хочу сказать? Я хочу вас подтолкнуть к мысли, что на территории Казахстана очень много водных
ресурсов, да? Рек, озер. Мгм. Море есть у нас. Какие моря? Какие мы? Какие моря? Каспийское море. Каспийское море. Ага, еще? Алакуль. Озеро Алакой и Аральское море, да? Аральское море, Каспийское море. Ну, Копчега — это водохранилище, ребята. Хорошо. Значит, горы, реки, озера, бескрайняя степь наша, ясное небо, солнце. Все это природа, да? А еще, ребята, у нас заповедники, да? Очень много заповедников, очень много у нас знаменательных мест. Вот именно для посещения туристов в Казахстане. Хорошо, все правильно, молодцы, молодцы. Теперь я хочу вам предложить игру «Байга». Для этого я сейчас предлагаю выйти сюда к доске. Мы должны с вами создать две команды. В каждой команде по три ученика. Так, пожалуйста, Аиша, иди, Эмили, иди, пойдем. Так, Джамиля, пойдем, Виктория, так, и Саша, пожалуйста. Значит, так, вы втроем одна команда, и вы втроем вторая команда. Прошу вас сюда подойти к парте. Сюда подойдите. Значит, я вам даю вырезки слов, ребята, из пословиц и поговорок. Вы должны собрать пословицу, и, значит, потом нам ее зачитать. Такое же задание и вам, ребята. Давайте, пожалуйста. Так. А все остальные дети, мы болеем, да? Болеем. Но, ребята, здесь еще нужно сказать, что Казахстан, как и любая другая страна, очень богата своими прошлым, да? Традициями, обычаями, языком, культурой. И как раз таки вот это задание нам поможет немножко сблизиться с языком, культурой казахского народа. И мы посмотрим, насколько вы знаете пословицы и поговорки. Так, молодцы. Вторая команда у нас уже собрала. Мы будем иметь в виду, хорошо? Угу. Все. Так, молодцы. Ну-ка, давайте я просмотрю. Так. Хорошо. Пожалуйста, сюда, в сторону встаньте. Угу. Зачитайте. По одному зачитайте. Первую пословицу. Человек без родины, что соловей без леса. Человек без родины, что соловей без леса. Правильно, ребята? Да. Есть такая пословица? Хорошо. Пожалуйста. Если дружба велика, значит родина сильна. Да, правильно. Действительно, если мы все будем дружными, то наша страна будет сильной, крепкой, могущественной. Все, спасибо. Вы, пожалуйста. От родины веет теплом, а от чужбины холодом. Да, Если правильно. Если дружба велика, значит родина сильна. Сейчас. От родины веет теплом, а от чужбины холодом. Действительно, ребята, родина — это самое теплое, самое близкое к сердцу место, да? А чужбина, действительно, если, допустим, мы находимся за пределами даже дома, иногда бывает, да, на неделю уезжаем, даже если и отдыхать уезжаем, мы все равно скучаем по своему дому, да, и хотим быстрее вернуться в свой родной дом, в свой родной очаг. Хорошо. И еще какое мы зачитали последним? Человек без родины, что соловей без леса. Угу. Человек без родины, что соловей без леса. Да, это у нас тоже уже было, действительно. Как соловей не может прожить без леса, так и человек не может прожить без своей родины. Да? То есть еще раз мы с вами пришли к выводу, что родина — это наше самое близкое, самое родное, самое дорогое наше место, да? Где родились наши бабушки, дедушки, мамы, папы. Мы с вами, ну и будем здесь мы на этой родине что делать? Жить, учиться, достигать высоких вершин, работать. Угу, хорошо. Все, спасибо всем, садитесь. Спасибо. Так, хорошо.
Значит, выполняя это практическое задание, ребята, мы с вами увидели, да, что мы с вами пословицы знаем. Кратко мы раскрыли значение этих пословиц. И теперь следующее задание у нас будет... Так, следующее задание у нас будет викторина. Символы и знаки независимого Казахстана. Символы и знаки независимого Казахстана. Хорошо. Но перед началом, ребята, я предлагаю вам вот такой вопрос. С какими чувствами у вас ассоциируется слово патриотизм? То есть быть патриотом. Что это такое? Слава, пожалуйста. Патриотизм. Быть верной своей стране в любой ситуации. Хорошо, молодец. Быть верным своей стране в любой ситуации. Жантимир. Традиции, уважать своего народа. Хорошо. Быть патриотом значит уважать традиции своего народа. Инжу, пожалуйста. Быть преданным и не забывать свой язык, даже если вы в другой стране. Находитесь, да? Умница, молодец. Согласны, ребята? Действительно, свой родной язык мы никогда не должны забывать. Эмиль, пожалуйста. Я ассоциирую слово патриотизм с тем, что патриот никогда не должен предавать свою страну и всегда должен любить свою страну и делать все хорошее для нее, чтобы она в будущем процветала. Конечно, ребята. Патриотизм – это в первую очередь, я тоже так думаю, это в первую очередь любовь к своей родине, ребята. Любить свою родину. Быть патриотом значит любить свою родину, делать все для того, чтобы родина процветала. Хорошо, то есть вносить свой посильный вклад. Хорошо, согласна. Так, еще патриотизм. Ну, другие дети, которые еще не... Пожалуйста, Вова. Патриотизм. Как вы понимаете? Защищать природу. Защищать природу и защищать родину, да? Патриотизм, быть патриотом своей родины. Так, еще? Роман, пожалуйста, как ты думаешь? Патриотизм – это когда, например, вот начинается война, и ты, то есть, идешь на нее, защищаешь природу. Защищать свою родину, правильно, территорию своего государства, защищать свою природу. Хорошо. Виктория, пожалуйста, патриотизм. Как ты понимаешь это слово? Я понимаю, что надо уважать. Громко говори, да? Уважать свою страну, родину, защищать ее. Хорошо. Содержать окружение, окружающую природу в чистоте. Хорошо. Бахтияр, хочу тебя услышать. Ага. Патриотизм. Патриотизм – это защищать свою страну, территорию и любить свою страну. Умница, молодец, молодец. Пожалуйста, Дженни. Патриотизм – это верность родине, преданность и любовь. Хорошо, хорошо, молодцы. Ну, Маргулан, давай послушай тебя. Патриотизм – это не бросать родину и защищать ее и любить. Хорошо, хорошо. Значит, патриотизм, давайте мы три ключевых, самых важных три ключевых слова давайте выделим. Это первое, что у нас будет, Джамиля? Любовь к родине, любовь. Преданность. Второе, преданность. Защита. Защита, конечно же, молодцы. Молодцы, с заданием очень хорошо справились. Теперь следующее. Назовите авторов гимна, герба и флага Республики Казахстан. Пожалуйста. Авторов гимна. Кто назовет? Руки поднимаем. Пожалуйста, Вова. Нурсултан Назарбаев. Нет, полностью отвечаем. Автором Автором гимна. гимна является Нурсултан Назарбаев. Жумикен Нажмиденов Ленов и Шамши Халдаяр. Хорошо. Авторами флага кто является? Кто является авторами флага? Ну-ка, давайте мы воспользуемся. Так, Алима, иди к доске. Иди к доске. Кто является авторами флага? Зачитай. Вот здесь у нас. Чопша, вот внизу, ага. Авторами герба являются... Фамилию зачитай. Ага. Ниязбеков. Правильно, ребята. Шакен Ниязбеков является автором флага Республики Казахстан. Хорошо. Хорошо. И что у нас осталось? Герб, флаг, гимн, герб, да? Авторы герба. Кто у нас? Шота Валиханов и Жандарбек Магибеков.
Что там? Надо быть магнитом. Хорошо. Герб, флаг, гимн. Мы одним словом, как мы можем назвать, ребята? Еще. Руки поднимаем. Еще. Слава, пожалуйста. Символ. Государственные символы Республики Казахстан. Хорошо, молодцы. Следующее, ребята. С какими государствами граничит Казахстан? Ага. С какими государствами граничит Казахстан? Туркменистан. Республика Казахстан. Ребята, мы должны учиться отвечать правильно, да, полностью. Ну-ка, встань. Республика Казахстан граничит с таким государством, как Туркменистан. Так, Туркменистан, хорошо. Граничит с... Республика Казахстан граничит с Кыргызстаном. Кыргызстаном, хорошо. Так, Аиша? Громко. Республика Казахстан граничит с Россией и Китаем. С Россией и Китаем. И еще одно государство осталось. Эмили. Республика Казахстан граничит с Узбекистаном. То есть 5 государств, с которыми граничит Казахстан. Ну и давайте, ребята, мы небольшую работу с картой с вами проведем. И проведем границу Республики Казахстан и соседние государства. Значит, мы начинаем с запада. Коричневая полоса, линия вот эта, ребят, это граница нашего государства. Значит, начинаем мы с запада. На западе, северо-западе и на севере Республика Казахстан граничит с каким государством? С Российской Федерацией. Хорошо, с Россией. Дальше на востоке она граничит с государством Китай. Правильно, молодцы. Дальше движемся. На юго-востоке она граничит с Иссык-Куль. Какое государство? Кыргызстаном, правильно, Кыргызстаном. И дальше на юге и юго-западе она граничит с Узбекистаном и Туркменистаном. Хорошо. Молодцы, ребята. Молодцы. Мы с вами продолжаем викторину. И следующий вопрос. Что относится к символам независимости Казахстана? Вдумайтесь в вопрос. Что относится к символам независимости Казахстана? То есть независимость Казахстана, символы независимости Казахстана. Пожалуйста, я слушаю вас. Именно. Гимн Республики Казахстан. Согласны? Да. Это символ независимого Казахстана, конечно же. Тимирлан. Хорошо, флаг Республики Казахстан. Джамиля? Конституция Республики Казахстан. Так, пожалуйста, Вова. Байтерек и золотой человек. Правильно, Байтерек и золотой человек. Хорошо. Гимн Республики Казахстан. Независимость. Сама независимость, правильно, само понятие независимости. Нет. Ну, государственный символ мы сказали уже. Герб, флаг, гимн мы сказали. А еще, ребята, вот именно нашу независимость, что символизирует? За словом торговые отношения свяжите. Монеты. Монеты или тенге. То есть национальная валюта. Правильно, национальная валюта. Ребята, мы тоже одно из самых основных символов мы еще не сказали. Ну-ка думаем. Вот мы создали независимое молодое государство. Создали, да? Что нужно еще для независимого молодого государства? Что мы еще не сказали? Президент. Конечно же, нужен президент, нужен глава государства, который поведет за собой народ. Хорошо. Еще. Еще что? Язык народа. Конечно же, ребята, язык, государственный язык. В Республике Казахстан государственным языком называется какой язык? Казахский язык, конечно же. Как? Территория, правильно, ребята? Территория нашего государства. Мы только что ее и устно сказали, и по карте показали. Пожалуйста, Лижу. Еще сам народ. Правильно. Сам народ – источник власти, правильно. А народов в Казахстане проживает очень много, да, ребята? Мы, Республика Казахстан, у нас какая страна? Какая страна? Многонациональная страна. Конечно,
Как живут народы в Казахстане? Мирно. Мирно, еще. Дружно. Дружно, еще. Проявляя уважение к чему? К чему? Проявляя уважение к другой национальности и К другому языку, к вероисповеданию, обычаям, традициям, да? Хорошо. А еще народы должны понимать друг друга. Взаимопонимать. Взаимопонимание, взаимоуважение, правильно, все это должно быть, ребята, взаимно. Ну и то, что мы с вами живем сейчас под мирным небом, то, что на территории Казахстана нет никаких беспорядков, войн, это все говорит о том, что мы, граждане Республики Казахстан, русские, украинцы, казахи, корейцы и другие национальности, татары, уйгуры, мы все живем дружно в мире и согласии. Поэтому наш Казахстан, вот такие негативные стороны мы сейчас много слышим, да, о войнах, о каких-то катастрофах. Слава Богу, нашу республику это не касается и проходит стороной. И мы надеемся, что в дальнейшем так и будет, что мы будем с вами жить мирно, дружно, счастливо, хорошо. А еще, ребята, еще один символ мы с вами пропустили. Так, вот мы создали государство, выбрали президента, у нас своя территория, государственные символы выбрали, то есть определили, утвердили. Значит, дальше территория. Так, территория, значит, дальше язык свой. Теперь еще нам что нужно? Ну-ка, кто скажет? Кто догадается? Пожалуйста, что нам еще нужно? А? Ну, акимы у нас есть, акимы. Ага, еще. Депутаты? Ну, в парламенте есть у нас, работают депутаты. Ага. Нет, ну мы же сказали. Что нам еще? Нет. Еще что? Нет, Конституцию мы же сказали, основной закон государства, пожалуйста. Ну, народы, да, сказали. Самое основное мы еще не сказали, что нужно, где наше руководство проводит совещания, форумы, съезды. Столица? Конечно же, столица, ребята, мы про столицу не сказали. Столица является символом независимости Казахстана. Значит, это южная столица у нас город Алматы, да, самая крупная столица уже современного Казахстана. А нынешняя столица у нас носит название, да, Нур-Султан. Астана у нас, значит, город Нур-Султан. Хорошо, ребята, молодцы, молодцы. Все символы, связанные с независимостью Республики Казахстан, мы с вами перечислили. Хорошо, хорошо. Так, хорошо. Теперь, ребята, я предлагаю вам на этапе рефлексии составить синклей Казахстана. То есть синклей – это такой вид работы, где вам нужно, то есть пятистрочная строфа. В первой строке вы должны записать одно ключевое слово, определяющее содержание синклейна. Вторая строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие. Третья строка – три глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы. Четвертая строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы и отношение к ней. И пятая строка – синоним ключевого слова существительное. Да? Понятно? Сможете выполнить это задание? Если какие-то трудности возникнут, я вам помогу. Сейчас я раздам листочки вам. Можете взять ручки или да, такие маркеры можно будет взять. Листочки вам, ребята, вы можете сюда. Если не поворачивать, просто сам пройдите. Вдвоем работаете. Ребята, поворачивайте. Нам Поворачивайте.
Какое ключевое? Ключевое слово. Второе Казахстан. Ключевое слово Казахстан. Какое? Отвечаете на вопрос. Какой, какая, какой? Третья строка, три глагола. Что делает? Что делает? Четвертая строка. Независимый. Пятая строка, синоним ключевого слова. Потому что же это же у нас прилагательное. Казахстан какой? Красивый и сложный. Можешь придумать сюда название страны. Можно поставить, можно поставить, ставить. Смотрите, как вам Синоним. Вот в таком порядке пишется. Да? Значит, одно ключевое слово, два прилагательных и глаголы. Записывайте, да? Да. Схему нужно соблюдать, ребята. Ребята, старайтесь подбирать слова красивые, яркие, чтобы со значением были слова. Будем оформить работу, ребята, грамотно. Грамотно, чтобы эстетически красиво было. Учимся красиво. Что Казахстан? Вот так вот. Кому-то помощь нужна, ребята? Справляетесь? Ну, развивается можно. Или процветает, да, процветает, взаимодействует. Так, что делает, да? Что делает? Объединяет народ. Объединяет. Синоним республика, может страна? Ну все. Ну все. Так, хорошо. Хорошо. Так. Другим детям дадим возможность. Ребята, еще. Независимый Казахстан. Еще. Независимая родина Казахстан. Здесь закончили. Все написано, да? В таком порядке.
годы. Здесь будет у вас. Красивые годы. Или вот цветочки давайте возьмем, да? Красивые глаголы. Третий глагол. Три глагола. Что делаем? У нас там еще зеленый нравится. Зеленый говорит дальше. Три глагола. А вы пока все не горите. Ключевое слово. Так? Где еще работали работу? Так, хорошо. Так, хорошо. Как у нас все, ладно, достаточно. Дальше предложение. Казахстан? Все, закончили? Просто налаживать отношения. Что делаете? Налаживать отношения. Взаимодействие. Слово взаимодействие. Так, побыстрее, ребята, предложение. Ребята, кто закончил, пожалуйста, садитесь. Если у вас листочки будут на руках, сейчас вы выйдете и залезаете. Так. Так, здесь так, у вас закончилось. Так, послушайте. Все, здесь уже заканчиваем, там опять. Молодцы, молодцы. Хорошо. Хорошо. Ну все, уже давно все. Молодцы. Так, ну первый начали, не пойдем так, Эмили, в вашей группе кто пойдет защищать? Да, сейчас работаем, кто пойдет? Пожалуйста, Саша. Аиша, иди. Нет, по одному. Так, вы с листочками, ребята, мы вас ждем, пожалуйста. С листочками к доске. Остальные сядьте ровненько. Руки положите перед собой. Ну, пусть лежит, пусть я поставлю. Пойдем. Владимир, пойдем. Почему? Один кто-нибудь. Ближе, ходите. Кто идет? Один кто-нибудь идите. От вашей группы. Кто идет? Все, ребята, прошу всех вас повернуться сюда. Все повернитесь, Агил. Повернитесь лицом к доске. Значит, у нас было практическое задание составить цветник к слову Казахстан. В небольших малых группах вы работали. Сейчас мы посмотрим результаты вашего труда. Пожалуйста, зачитываем. Аиша, начинай. И по порядку. Казахстан. Первое Казахстан. Громко. Родина. Дружный, мирный, дружит, процветает, помогает. Предложение. Казахстан. Независимая республика. И последнее слово республика. Республика. Хорошо. Пожалуйста. Ключевое слово у нас получилось родина. Прилагательный.
независимый, красивый. Три глагола: процветает, взаимодействует, объединяет. Предложение: независимость — мечта всех поколений казахского народа. И последнее — республика. Хорошо, молодцы. Ключевое Прекрасно. слово республика. Два прилагательных: независимый, дружелюбный. Три глагола: растет, процветает, развивается. Хорошо, молодцы. Предложение: наша республика молодая и будет расти. Хорошо. Пятая строка. Пятая строка. Страна, да? У вас слово синоним страна. Хорошо, молодцы. Казахстан. Прекрасно. Независимый, красивый, бескрайний. Процветает, дружит. В Казахстане много красивых мест. И пятый — это республика. Ключевое слово Казахстан. Два прилагательных. Красивый и дружный. Три глагола: процветает, налаживает отношения с соседями, взаимодействует. Предложение: Казахстан — красивая и дружная страна. И синоним родина. Хорошо, очень хорошо, молодцы. Синквейт. Ключевое слово у нас получилось страна. Хорошо. Какая? Второе. Да. Вторая строка. Ага. Вторая Два строка. прилагательных. Красивая, красивая Красивая, и цветущая. цветущая. Прекрасно. Хорошо. Мгм. Вторая строка. Растет, Три глагола. Растет. развивается Ребята, слушаем. и Ребята, слушаем. Мгм. процветает. Процветает. Хорошо. Четвертое у нас получилось: Казахстан — наша родина. Хорошо. И пятое — Хорошо. степь. Стиль. Очень хорошо. Молодцы, ребята. Мы с вами все хорошо поработали. Давайте похлопаем друг другу. Всё, спасибо. Хотите, я потом заберу ваши листы. Всё, спасибо большое, ребята. Ну и урок наш подходит к концу. К сожалению. Садитесь, ребята. Игорь, садитесь. Ага. Урок наш подходит к концу, ребята. И, конечно же, я сегодняшний урок хочу закончить, послушать ваши высказывания, пожелания нашему молодому независимому государству. Пожалуйста, сейчас одну минутку обдумайте, чтобы ваши пожелания были красивые, значимые. Одну минутку подумайте, мысли свои приведите в порядок, и мы с вами что хотим пожелать нашему Казахстану, нашей родине, нашей стране, в которой мы с вами живем, будем жить дальше. Угу. Так, ну, пожалуйста, кто хочет? Жадина начинает. Желаем Казахстану процветания, красоты, чтобы он дальше оставался с бескрайними степями и дальше был таким же красивым, как сейчас. Хорошо, хорошо, молодец. Пожалуйста, Ирина. Я хочу пожелать нашей родине, нашему Казахстану, чтобы в будущем он процветал, был таким же красивым, чистым и, конечно же, независимым. Хорошо, хорошо, молодец. Так, кто? Тимур? Я хочу, чтобы Казахстан процветал и чтобы в будущем остался там республикой Казахстан. И хочу, чтобы никто с Казахстаном не воевал. Хорошо, чтобы Казахстан был в мире и согласии. Пожалуйста, Джамиля. Нашему любимому Казахстану я желаю процветания, чтобы он оставался таким же, какой и сейчас, чтобы все было, чтобы все народы дружили, чтобы с каждым годом природа становилась все красивее и красивее, чтобы в степях пахли красивые тюльпаны, красные, желтые и оранжевые. Хорошо, молодец. Прекрасно. Очень хорошее пожелание. Минуту, Виктория. Виктория первая. Виктория, пожалуйста. Я желаю Казахстану. Громко. Я желаю Казахстану, чтобы он процветал, чтобы он был такой красивый, Мгм. ну, и чтобы Хорошо, хорошо, все, спасибо. Так, ну-ка, ребята, кто у нас сегодня не принимал участие в уроке? Давайте Агилу предоставим слово. Ну-ка, хорошее пожелание.
Хочется, чтобы вы все приняли участие. Я желаю Казахстану светлого будущего, Конечно. Мгм. Так. чтобы степи оставались такими чистыми, как сейчас. Молодец, умница, очень хорошее пожелание. Полина, пожалуйста. Я желаю Казахстану, чтобы он был таким же независимым, чтобы бескрайние степи всегда оставались такими, чтобы Казахстан не был грязным, но я желаю, чтобы он был всегда чистый. Ага. Ну, это будет зависеть от нас с вами, да? Да. Насколько мы будем беречь окружающую среду. Инжи, пожалуйста. Минуту, Полина. Я хочу, чтобы наш Казахстан процветал, стал большой страной, чтобы у него были большие леса, большие горы и большие озера, как сейчас. Чтобы он стал более процветающим, более большим, чтобы люди в нем были в мире, согласии, и все были Счастливы, да? Хорошо. Умница, молодец. Алима. Я желаю Республике Казахстан всего наилучшего, чтобы будущее было таким же красивым и молодым. И, конечно, желаю в будущем успеха. Хорошо. Ну и, ребята, мы с вами частичка нашей Родины, да? А Родина у нас всегда в нашем сердечке остается. И, значит, всем вам, гражданам этой большой, красивой, процветающей, независимой страны, я хочу пожелать самое главное всем вам крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях, получения отличных знаний, и чтобы в будущем вы все были хорошими специалистами своего любимого дела. Всем спасибо. Пусть наш Казахстан процветает, растет. Счастья, мира, добра нашей стране. Всем спасибо, урок окончен.